выпуск «Абакан. Открывая заново» мы посвятили 30-м годам прошлого века. Времени, когда село стало превращаться в город. Подготовить программу нам помогли архивные документы и труды краеведов. В ближайшие несколько минут вместе с вами посмотрим на Абакан с высоты исторического полета. Сегодня мало кто знает, но Абакан во многом появился вопреки обстоятельствам. Первое – вопреки местности. Еще 100 лет назад его территория практически полностью была заболочена. Не в воде, находились лишь несколько участков на возвышенности. Все остальное – болото и небольшие озера. Естественно, было проще найти более удачное место под населенный пункт, но процесс уже был запущен и связан он с железнодорожной веткой Ачинск-Абакан. Она и сыграла ключевую роль в расположении города. В Хакасию в первый поезд пришел 23 ноября 1925 года. Благодаря станции Абакан здесь стали благоустраивать вот эту часть города. И практически все строение здесь, улицы, начали преобразовываться от нашей станции Абакан. И назывались вокзальная там первая, вторая, третья улица. Второе вопреки задуманному названию. Если бы все пошло по накатанной, столица Хакасии сегодня называлась бы не Абакан, а Хакаск. Именно на таком наименовании уездного центра, а затем и автономной области настаивал местный исполком в конце 20-х годов прошлого века. Но все обернулось иначе. И решающим фактором снова стала железная дорога. Чтобы не было путаницы с существующей станцией, предложили закрепить ее название за новым городом – Абакан. О том, что это слово означает, до сих пор спорят ученые. Легенды, самая, наверное, известная из них Абы-хан, медведь из хакасского медведь и кровь, медвежья кровь. Могу предположить, что Абакан – это Абу самодийская вода, а хан – тюркская хан, то есть означает хан – река, то есть главная большая река. Окончательно остановились на названии Абакан лишь 30 апреля 1931 года. Этим днем в Москве подписано решающее постановление. Сейчас оно хранится в фондах Национального архива. С этого дня началась летопись нового города. В новый населенный пункт в 1931 году объединились село Усть-Абаканское, современная часть Абакана по Южной дамбе, и станция Абакан. При ней уже были разбиты несколько улиц. Запустил процесс слияния первый глава Иван Серов, управленец, командированный в Хакасию из западной части России. Правда, уже через год он ушел на повышение, а после него за 10 лет сменились еще 7 градоначальников. Кого-то просто сняли с должности, кого-то расстреляли. Время не щадило никого. Ну а городу предстоял долгий путь развития. Отсюда, где сегодня находится одна из самых широких и оживленных улиц, Некрасова, на север, тянулась широкая полоса болот. А вот здесь, на пересечении с улицей Советской, купалась местная детвора вплоть до 50-х годов. Здесь располагалось озеро. Заболочен был и весь центр. Современный парк «Орленок» и парк Победы. На этом фоне периодически фиксировали вспышки инфекционных заболеваний. Малярии, кишечной инфекции. Началась долгая борьба за осушение Абакана. Работы растянулись на многие десятилетия. Сегодня треть Абакана – это зеленое насаждение. В последние годы деревьев стало много и разные. Изначально же это были одни тополя. В далеких 30-х они буквально спасли город от болот. Деревья в Абакане, в отличие от других городов России, садили не ради красоты. Тополя выполняли практическую функцию. Корневая система укрепляла почву, забирала из нее влагу, а еще была защитой от сильных степных бурь. В те времена они накрывали нашу местность довольно часто. Чтобы ускорить процесс озеленения, в 1932 году Абаканский горсовет даже принял постановление о зеленых насаждениях, в котором обязал предприятия и всех владельцев частных домов засадить в 3-недельный срок 10% от своих участков. К посадке рекомендовали липы, тополя, из хвойных пород сосну, ель, кедр и лиственницу. Причем купить саженцы нужно было за свой счет. Видимо, исходя из экономии, многие останавливали свой выбор как раз на тополях. Деревья различаются по своей физиологической способности использовать грунтовую влагу. Здесь мощная корневая система, мощная испарительная площадь листвы. Она благотворно влияет на водный режим почвы. Хотя никто не задумывался, что его экологические способности не весьма полезны, потому что он выделяет семена как в виде пуха. Параллельно с озеленением в 1935 году начинается благоустройство. Кстати, его проводила Лидия Букина. Единственная за всю почти вековую историю Абакана женщина-градоначальник. Облагораживание территории, конечно, в 30-х годах мало напоминало современное. Абакан хоть и имел статус официально город, но по виду больше напоминал село.
В принудительном порядке новоявленные горожане должны были проложить рядом со своими домами деревянные тротуары. Из-за повышенной влажности почвы и непролазной грязи настилы быстро приходили в негодность, но заменять их снова приходилось за собственный счет. Иначе штраф. Ни о каких программах городского благоустройства и речи не шло. Про асфальт в Абакане тогда даже не думали. Материалов не было, да и болотистая местность не позволила бы положить капитальное покрытие. В личных подворьях зачастую разводили скот. В 30-е годы с бродячими животными, которые уничтожали насаждения, даже пытались бороться. Загоняли на конный двор. Беспощадно отлавливали и бродячих собак. Если в 3-дневный срок хозяин не объявлялся, больше четвероногого питомца не видели. На особом контроле были вопросы общественного порядка. В борьбе с хулиганством местный горсовет в 1931 году постановил воспретить в Абакане всякие озорные действия, к коим отнесли распитие спиртных напитков в общественных местах, пение непристойных песен, обрызгивание водой и грязью, плевание на платье, приставание к женщинам и вымазывание дегтем заборов. В принципе, подобные озорные действия не приветствуются и сегодня. Пока занимались озеленением и воспитанием населения, нерешенными оставались проблемы насущные. Самая острая из них – в первое десятилетие – водоснабжение. Сначала вода была привозная, просто привозили питьевую воду, потому что, естественно, понимаете, болото, вода, даже вот эти деревенские колодцы, которые доставали, она была, как сказать, заражались малярией очень много у нас. И поэтому вынуждены воду были продавать. Привозили. Перебои в городе наблюдались и с электричеством. Первую подстанцию построили в конце 20-х, но уличного освещения не было еще более 10 лет. Кое-где лишь горели одинокие фонари. В конце 20-х и в начале 30-х годов единичные были светильники. Единичные. Естественно, на центральных улицах, там прямо, по-моему, в 35-м году было установлено чуть ли не 9 светильников. Там уже как освещение было. Стоял столб, на нем 2 светильника. Это уже считалось, допустим, на расстоянии там приличного, считалось, что улица, если 5 светильников стоит, освещена. Перед домом культуры, допустим, в парке, такие на площади Первомайской. Что касается строительства, то активно застраивать Абакан стали только с конца 30-х годов. До этого в городе добротные дома соседствовали с лачугами, которые возводили хаотично. К слову, генерального плана у Абакана не было вплоть до 50-х годов. До этого времени просто заполняли пустующие территории. Между тем, в 1933-м в городе действовали 3 кирпичных завода и промысловые артели. Горожане обеспечивали себя шубами, сапогами, конфетами и колбасными изделиями. Следом открылись мебельная фабрика и паровозное депо. Улица Набережная. Здесь находится самое старое здание Абакана. Ему более 100 лет. В нем располагалась первая в Хакасии школа. Ее возвели в 1908 году. Второй этаж появился только в 30-х, когда количество учеников стало больше. Исторический памятник, но сегодня просто частная собственность. Еще одно историческое место – Никольский храм. Конечно, сейчас он в каменном исполнении, но раньше здание было полностью деревянным. В 30-е годы время гонения на церковь, храмы закрывали. Конкретно это здание отдали сначала под Дом пионеров, а после под музей. Открыли церковь снова только в 1944 году, практически через 10 лет. Реконструкция же прошла в 80-х, придав Никольскому храму современный его вид. А для разрастающегося города требовалась социальная инфраструктура. К 40-м годам население Абакана увеличилось с 10 до 35,5 тысяч человек. В это десятилетие появились Дом Советов, Первомайская площадь, педагогический техникум, фельдшерско-акушерская школа и многое другое. Развивалась и культурная жизнь. В 1938 году открылся областной дом культуры. Сегодня это Центр культуры и народного творчества имени Кадышева. А 10 октября 1939 года первых зрителей принял драматический театр. В 1938 году в Хакасии начала свою работу широковещательная радиостанция. Впервые же жители Абакана услышали радио еще в 1932 году. Развивается и медицина. В городе приступили к строительству больничного городка. Он состоял из деревянных построек, объединенных в один комплекс. Однако врачей катастрофически не хватало. К примеру, в 1936 году разъездной работой, подобие современной скорой помощи, занимался только 1 медработник. Лекарств тоже зачастую не было. Справляться с болью пациента помогали нетрадиционными и совсем не медицинскими методами. 4 мая 1937 году в Абакане провели первую операцию под гипнозом. Иссякали флегмону на шее у одной из пациенток, которая, не ощущая боли, выписалась в хорошем состоянии. Информация об этом появилась на страницах газеты «Советская Хакасия». Далее появилось в городе целое направление – лечение больных гипнозом.
В конце 30-х годов Абакан стал напоминать город. Конечно, ему еще было далеко до соседнего Минусинска. Разрыв в развитии был слишком большой. На этот период приходится много открытий. К примеру, в 1939 году на рейс вышел первый маршрутный автобус. Через год по городу их курсировало уже 5, а еще 3 машины такси. Индивидуальные перевозки, конечно, стоили дороже, однако хоть раз воспользоваться такой роскошью мечтал, пожалуй, каждый горожанин. За первые 10 лет существования для молодого города Абакан совершил грандиозный шаг в развитии. Школу номер 1 в самом центре города тоже возвели в этот период, в 1939 году. Но дети проучились с ней всего 2 года. В 1941-м новостройка превратилась в военный госпиталь. Абакан стал приютом для многих раненых. Но это уже другая история.